Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Институте развития образования на семинаре «Технология смешанного обучения в начальном образовании». Сегодня с нами, перед вами будут выступать учителя средней общеобразовательной школы номер 30 города Сыктывкара. Также у нас сегодня присутствует Юранева Людмила Григорьевна, председатель Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Но прежде чем представить содокладчиков, я хотела бы остановиться немножечко на организации дистанционного обучения в образовательных организациях и ознакомить вас с новым разделом, который создан на сайте института. Александр Николаевич, откройте, пожалуйста, нам его. Он называется «Методическая поддержка при организации обучения с применением дистанционных технологий». Значит, какая здесь размещена информация? Здесь для педагогов и родителей информация о платформах, ресурсах и сервисах дистанционного обучения, об открытых ресурсах электронных библиотек и издательств учебной литературы, о платформах, ресурсах и сервисах в сфере культуры, инструкции, рекомендации по эффективному использованию ресурсов и сервисов, также вебинары, онлайн-семинары, информационные сессии, видеолекции и открытые онлайн-курсы. 16 марта 2020 года Институт развития образования в целях методической поддержки педагогов уже провел более 11 вебинаров. На сайте института также у нас есть раздел «Видеозал», где представлены все видеозаписи вебинаров, семинаров и конференций по вопросам использования федеральных и республиканских ресурсов по организации дистанционного обучения, начиная с 2018 года по 2020 год. Также информация размещена на портале «Открытое образование». Я очень прошу вас, потому что сейчас, коллеги, вы все работаете в режиме дистанционного обучения, ознакомить педагогов с данным разделом и обязательно рассказать об этом также дистанционно и нашим родителям, и нашим обучающимся. Ну а сейчас мы переходим с вами к реализации нашей повестки нашего семинара. И первыми я даю слово Фоминой Елене Геннадьевне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы номер 30 города Сыктывкара, и Цыганковой Наталье Павловне, учителю начальных классов также средней общеобразовательной школы номер 30 города Сыктывкара. Тема доклада «Смешанное обучение как инновационный учебный процесс. Модель ротации станций смешанного обучения с использованием платформы учи.ру». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы хотим представить вам наш небольшой опыт по теме «Технология смешанного обучения». Социальный заказ общества школе состоит сегодня в том, чтобы повысить качество образовательных результатов у учащихся посредством внедрения современных образовательных технологий в учебно-воспитательном пространстве. Одной из задач качественного образования, которая должна решаться в школе, является создание условий для формирования положительной учебной мотивации и развития ее у школьников. Необходим поиск путей и средств формирования адекватных, устойчивых мотивов учения учащихся, что способствует эффективности учебной деятельности. На наш взгляд, наиболее эффективной, инновационной формой проведения современного урока является смешанное обучение. Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя лицом к лицу с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграция опыта обучения с учителем и онлайн, то есть сочетание традиционных форм с элементами электронного обучения. Существует несколько моделей смешанного обучения. Мы же остановимся на одной из них – это ротация станций. Для реализации учебных задач
С целью повышения качества образования нами используется интерактивная онлайн-платформа Учи.ру, известная во всем мире. Сам сервис представляет собой место, где разрабатываются курсы и методики, олимпиады, видеоуроки, помогающие детям в освоении школьной программы. Еще в прошлом учебном году, в течение 2 месяцев, март-апрель, наша школа номер 30 находилась в эксперименте, где в наших 4 классах выпускных проходила апробация методик смешанного обучения с применением образовательного ресурса Учи.ру. Началась она со знакомства с представителем платформы Учи.ру, которая проходила на обучающем семинаре 28 февраля 2019 года в Коми Республиканском институте развития образования. Региональный куратор платформы Учи.ру нам объяснил, что возможны 2 формы проведения уроков. Это перевернутый класс и ротация станций. Ротация станций нам показалась наиболее интересной и привлекательной, так как выполнение заданий детьми на образовательном портале Учи.ру проходит именно конкретно на уроке. Все условия, чтобы полноценно работать с детьми в этой технологии, у нас в школе созданы, и мы решили принять участие в эксперименте. Суть ротации станций состоит в том, что класс делится на несколько групп рабочих зон, в каждой из которых все дети работают в течение урока, чередуя разные виды деятельности. Смешанная технология, а именно ротация станций или смена рабочих зон, является наиболее целесообразной в случае, если изучение темы предполагает разные виды деятельности в рамках одного урока. Это самая популярная технология смешанного обучения. Цель такого урока – сделать работу каждого в группе максимально эффективной. Задачи разные. Это искать информацию, проводить диагностику, применять знания в жизненной ситуации. В начале урока ученики делятся на 2 равные группы, и каждая группа в течение 20 минут работает на одной из станций, их тоже 2. Затем группы меняются местами. Переход с одной рабочей зоны к другой позволяет учащимся регулировать и активизировать познавательную деятельность и перестраиваться с одного вида учебной деятельности на другую. Первая станция – это станция работы с учителем. Цель этой станции – организовать учителю взаимодействие с группой учеников. Учитель получает возможность работать с небольшой группой учащихся, которые набрали наименьшее количество баллов по итогам входного теста, изучает с ними новую тему, вводит определения, составляет схемы, выводит формулы. Еще раз отрабатывает умения и навыки по теме урока. Могут использоваться задания поискового и творческого характера. На второй станции идет работа с интерактивной платформой Учи.ру. Зона самостоятельной работы с цифровыми ресурсами, решение тестов, карточек. Цель станции онлайн-работы – предоставить каждому учащемуся возможность развить навыки самостоятельной работы на основе интернет-ресурсов, личной ответственности, научиться учиться самостоятельно. Эта группа приходит к учителю после прохождения этих заданий и разбирает уже вопросы, которые появились в ходе выполнения самостоятельной работы. Какие же инструкции давали мы детям на онлайн-станции? Они следующие. Войди на платформу под своим логином и паролем, который записан в твоем дневнике. Это детям очень нравится. Выполни задание от учителя на сайте по теме урока. Не спеши, будь внимателен. После выполнения задания выйди из своего личного кабинета. Подготовься к переходу на следующую станцию. Особенность работы в данной технологии в том, что она не вызывает у детей негативные эмоции, когда они не смогли решить какую-либо задачу, то есть в случае неудачи. Для этого система подсказывает правильные ответы, направляя ребенка и развивая его логическое мышление. Учи.ру отслеживает успехи и хвалит учеников. Система поощрений дает ребенку сильную мотивацию на дальнейшее обучение. Эта платформа подстраивается как под одаренного ребенка, так и под отстающего, планомерно повышает их уровень знаний и навыков. Чтобы урок в технологии ротации станций был наиболее эффективным, необходимо отработать ряд правил до того, как проводить сам урок. Например, правила перемещения по классу можно отработать и на традиционном уроке в виде динамических пауз. Ребята должны привыкнуть к сигналу для перемещения по классу.
Также детей надо научить распределять роли и обязанности в команде, чтобы они наиболее эффективно отработали парную или групповую работу. Конечно, дети должны усвоить и правила индивидуальной работы, основное требование которой – самостоятельный характер ее выполнения. Как же разделить детей на группы? Это можно определить при помощи мини-опроса, теста или онлайн-домашнего задания, а также группы постоянного состава на определенный момент времени при изучении раздела или главы. Также это можно сделать по уровню успеваемости и мотивации к учению. Могут быть группы смешанного состава, по уровню подготовки к уроку, по заинтересованности детей в теме урока. Группа с низким уровнем подготовки, как правило, начинается с работы в зоне взаимодействия с учителем. А сильная группа по подготовленности начинается с работы онлайн. С чего же начать подготовку к уроку в модели ротация станций? Прежде всего, нужно поработать с программой и календарно-тематическим планированием для того, чтобы подобрать необходимый материал с платформы Учи.ру. Конечно же, нужно определить цель урока, сформулировать задачи и выбрать формы работы в соответствии с типом урока по ВГОС. Затем составить технологическую карту урока, где прописывается деятельность учителя, учеников, фиксируется планируемый ОУД, составляется содержательная часть урока, происходит отбор учебного материала. Перейдем к разговору о типах маршрутов, которые могут реализовываться на уроке ротации станций. Первый из них начинается с работы с учителем, продолжается парной или групповой работой, заканчивается работой индивидуальной. На уроке открытия нового знания работа начинается вместе с учителем, с обсуждения новой темы, с решения проблемной ситуации. Например, по теме движения в противоположных направлениях, 4 класс, детям предлагается решите новую для себя задачу. Выясняем, сможем ли мы решить задачу. Ребята говорят, что не смогут и фиксируют свое затруднение. Учитель обращает внимание на схемы и спрашивает, какая схема подходит для этой задачи. Ребята приходят к выводу, что важно указывать направление движения, выдвигают версии решения этой задачи и общего алгоритма решения таких задач, делают вывод. Учитель предлагает обратиться к учебнику и сравнить выводы. Далее продолжается работа в парах, где происходит решение практических задач с применением полученных только что знаний. Взаимообучение в парах по теме движения в противоположных направлениях. Затем детям индивидуально предлагается задание на карточке, которое они должны решить, а именно прочитать задачу, определить, что надо узнать в этой задаче, составить чертеж задачи, записать решение. На уроке открытия нового знания парная или групповая работа онлайн заключается в самостоятельном изучении теории, правил через решение проблемных задач и системы проблемных вопросов, отвечая на которые ребята самостоятельно осваивают тему. Затем индивидуально происходит первичное закрепление материала и диагностический контроль того, что ребята смогли усвоить самостоятельно. С учителем же происходит обсуждение допущенных ошибок, анализ возникших проблем и вопросов и обобщение изученного материала. А на уроке закрепления, на уроке, например, по теме деления многозначных чисел, с учителем дети повторяют алгоритм письменного приема деления, выполняют задания в группах и парах на закрепление письменного приема деления, такие как решите с объяснением и проверкой, восстановите последовательность алгоритма, задания с выбором правильного решения, найдите ошибки и объясните их причины. А на онлайн-платформе самостоятельно работают над заданиями разного уровня, которые предлагает сайт и который выбрал учитель из предложенного платформой. В рамках урока рефлексии работа с учителем может начинаться с дискуссии, в которой применяются полученные знания. Также может проходить фронтальный опрос по изучаемой теме. Устраняются пробелы в знаниях ребят, то есть обобщается все, что изучили, и производится контроль полученных знаний. На этом уроке предметом исследования учащихся является индивидуальная деятельность. На станции индивидуальной работы онлайн
Ученики самостоятельно находят трудные места, сами оценивают, какой вид работ у них не получается, и сами решают, что необходимо предпринять, чтобы разрешить эту проблему. Урок развивающего контроля может начинаться с блиц-опроса, с тестирования. В парах ребята решают практические задачи, тоже контрольного характера, и индивидуально оформляют полученные результаты предшествующей работы, оформляют карту рефлексии или самооценки. Цель этого урока – научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать способности, позволяющие осуществлять контроль. В конце каждого урока ребята обязательно заполняют лист рефлексии. Какие зоны вызвали затруднения, какую роль, пассивную или активную, проявил каждый учащийся. Что же делать детям, если детям, работающим на станции онлайн работы, требуется помощь учителя? Конечно, этот момент нужно продумать заранее и выбрать помощников на урок из числа детей, которые успешно выполняют свои задания. Также, конечно, учитель должен четко продумать заранее и отобрать виды учебной деятельности и конструирование учебных ситуаций конкретно для каждого урока и темы. Также детям необходимо дать четкие и понятные инструкции. К такому уроку предъявляются особые требования. Ему свойственны жесткий тайминг, динамика, проблематизация. Схематично он выглядит так. Начинается он со вступительного слова учителя, напоминания о правилах. Далее дается единовременный старт работы. По истечении времени звучит старт перехода. Сигнал перехода, он должен осуществляться динамично и быстро. Затем дается единовременный старт для работы на второй станции. Затем по истечении времени звучит сигнал. В заключении происходит заполнение карты рефлексии или самооценка. Самооценки на каждой станции. Учитель после занятий изучает статистику выполнения заданий в личном кабинете по каждому ученику в отдельности и по классу в целом, выявляет сложные места и готовит их к разбору на последующих уроках. Так как на таком уроке нет традиционного этапа обобщения знаний, целесообразно научить детей пользоваться картой рефлексии или самооценку, которую они заполняют на последней станции своего маршрута. Методика проведения уроков по смешанному обучению существенно отличается от методик проведения уроков в традиционной форме. Используя в своей работе интерактивный курс онлайн-платформы Учи.ру, учитель не просто использует компьютер, доску и проектор, он внедряет в учебный процесс образовательную технологию, которая позволяет ему формировать у учащихся учебную самостоятельность и высокую познавательную мотивацию. Все ученики вовлечены в урок. Контролировать процесс освоения учебного материала и повышать уровень. Оценивать достижения каждого учащегося. Корректировать знания и самообучение. Работать с одаренными детьми. Использовать интерактивные задания на разных этапах урока. А ученику эта технология позволяет достигать планируемых результатов, контролировать свои действия с помощью системы, оценивать свои достижения, видеть свой личностный рост, повышать уровень своего интеллектуального развития и работать в комфортном для себя режиме. Данная форма обучения является наиболее приемлемой в современных условиях обучения, так как сочетает в себе такие виды деятельности, как индивидуальная работа, групповая работа, работа с учителем. То есть на одном уроке дети проходят изучаемый материал, представленный различными заданиями и видами деятельности. Очевидным плюсом данной модели является динамичность урока и разнообразие форм обучения, что отмечали дети в своих сочинениях. Это позволяет учителю более точно оценить образовательные результаты, а учащимся лучше систематизировать знания. Самое главное – нужно иметь желание работать по этой системе и постоянное самосовершенствование. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Желаем вам самосовершенствования и творческих успехов.
Спасибо, уважаемые коллеги. И следующий к нам присоединяется учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинск, Чернобровкина Гульнара Галиевна. И она выступит с докладом «Формирование самооценки в технологии смешанного обучения в начальной школе». Пожалуйста. Меня зовут Чернобровкина Гульнара Галиевна. Я работаю в третьей школе города Усинска учителем начальных классов. Хотела бы представить свою работу по теме формирования самооценки в смешанном обучении в начальной школе. Сначала немного о смешанном обучении. Это одна из многообещающих и наиболее новых образовательных моделей. Это технология организации учебного процесса, которая сочетает в себе преимущества традиционного классного и дистанционного обучения. Смешанное обучение позволяет также частично снять трудности организации занятий с теми, кто вынужден пропускать школу по состоянию здоровья или по другим причинам, а также с теми, кто готовится к олимпиадному предмету. Как будут оцениваться результаты обучения, проходить рефлексии на уроках смешанного обучения. Оцениванию принадлежит главная роль в регулировании коррекции образовательного процесса. Оценка необходима для администрации успехов учащихся в режиме текущего оценивания и на этапе окончания программы. Оценивание может играть стимулирующую роль. Главная функция оценивания служит средством анализа процесса обучения, при котором выявляются особенности его протекания и вносятся соответствующие поправки. Поэтому необходимое требование, предъявляемое к оценке – объективность. Оценивание при смешанном обучении целесообразно осуществлять на базе критериального оценивания. Критериальное оценивание предоставляет педагогу свободу в выборе способов и методов педагогической деятельности. Критериальное оценивание позволяет привлечь к процедуре оценивания самого учащегося при осуществлении образовательного процесса в любом из компонентов смешанного обучения, поскольку система критериев дает возможность осуществлять самооценку, что способствует воспитанию саморефлексии у учащегося. Рефлексия на уроке в смешанном обучении. Хочу показать самые интересные приемы самооценки. Некоторые из них являются авторскими. 3М. 3 момента. Просьба перечислить 3 самых трудных момента, с которыми справились или не справились. Всем известные смайлики. Уровень понимания темы, настроение в конце урока, степень заинтересованности. Ручные сигналы. Это могут быть системы сигналов, которые будут отражать настроение и интерес к теме. Это может быть большой палец вверх, вниз, хлопок в ладоши. Лестница успеха. Отражение ступеней. Можно нарисовать на ней человечка, на которой сейчас находится ученик. Очень трудно, поэтому он в самом низу. Работа налаживается в середине и так далее. Яблоня успеха. Зеленый, если тема не была понята. Красное, все отлично усвоено. Желтое нужно немного повторить. Хэштег. Сочетание слов или предложений, которые дети узнали на уроке, или просто что-то интересное из урока, и становится как бы девизом урока. Например, из собственных уроков. Корень слова – это сердце слова, вкус хлеба, вкус войны, математика – движение. Рефлексивная мишень. Чем ближе метка к центру, тем лучше они оценивают свой результат. Секвень. Это способ творческой рефлексии, который позволяет в художественной форме оценить изученные понятия, процессы или явления. В данном случае информация не только более активно воспринимается, но и систематизируется и оценивается. К примеру, обучение, смешанное, гибридное, интегрирует, контролирует, активизирует, ситуация, реакция, подкрепление, онлайн-среда. Пантомима. Голова вверх довольна, голова вниз недовольна, закрыть лицо руками безразлично. Письменное интервью. Вариант групповой письменной рефлексии в форме вопросов и ответов участников группы. Данный способ позволяет достаточно короткий промежуток времени провести письменную рефлексию с целью взаимообмена мнениями. Эмоционально-художественная рефлексия. Учащимся предлагается 2 картины с изображением пейзажа. Одна картина проникнута грустным печальным настроением, другая радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению. Либо можно прослушать фрагменты музыкальных произведений. Рефлексивный экран.
Сегодня я узнал, мне было интересно, мне было трудно, я почувствовал, научился, меня удивило, мне захотелось и так далее. Фразеологизмы. Каша в голове, не в зуб ногой, светлая голова. Ресторан. Учитель предлагает ученикам представить, что в сегодняшний день они провели в ресторане, и теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов. Я съел бы еще этого, мне больше всего понравилось, я почти переварил, пожалуйста, добавьте. Острова. Ребята выбирают, на каком из предложенных островов они находятся в конце урока. Остров удовлетворения, грусти, знаний, радости и так далее. Для рефлексии в парах и в группе можно использовать разные листы самооценки. Рефлексия в группе и в парах может проходить по вопросам. Для этого необходимо приготовить листы самооценки или карты наблюдений. Можно также составить лист на каждый этап урока. Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждому. Цель рефлексии – научить ребенка не просто фиксировать готовый результат, а выстроить свою смысловую цепочку, сравнить методы и способы, применяемые другими со своими. Самооценка – гибкий инструмент, который учитель использует для управления учебной деятельностью. Самооценка позволяет человеку увидеть сильные и слабые стороны своей работы и выстроить на основе осмысления этих результатов собственную программу дальнейшей деятельности, что удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня. Спасибо за внимание. Ну что, спасибо, уважаемые коллеги, за выступление. Конечно же, мы очень надеемся, что мы встретимся очно, посмотрим открытые уроки с использованием именно технологии смешанного обучения. Ну, а в завершение я хочу поблагодарить коллег и и Елену Геннадьевну, и Наталью Павловну, и Гульнару Галиевну за выступление. До новых встреч!